Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению Субботина Константина Альбертовича в совершении преступлений, предусмотренных статьей 117, часть 2, пунктом Г, 105, частью 2, пунктом В Российской Федерации, установил Субботину предъявлено обвинение в истязании и умышленном убийстве малолетней Кассиевой. Субботин по подозрению в совершении указанных преступлений в соответствии со статьей 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса России задержан 10 октября 2014 года, 11 октября 2014 года. В отношении Субботина избрана мера пресечения заключения под стражу, которая 9 декабря 2014 года продлена до 5 февраля 2015 года. 26 января 2015 года избрана в отношении Субботина мера пресечения продлена до 15 марта. В связи с истечением 15 марта избранной меры пресечения в отношении Субботина инициирован вопрос о продлении срока содержания под стражей. Сторона обвинения оснований для изменения меры пресечения не усматривает и настаивает на продлении срока содержания Субботина под стражей. Подсудимый Субботин и его защитник вопрос о мере пресечения оставили на усмотрение суда. Заслушав стороны, суд оснований для изменения меры пресечения Субботину не находит. Из материалов дела видно, что мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Субботина издана в соответствии с требованиями статьи 97, 99 и 108 Уголовно-процессуального кодекса России. Основания, послужившие для избрания такой меры пресечения Субботину, не изменились и в настоящее время. Субботин по-прежнему обвиняется и в истязании, и в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. За инкриминируемое Субботину умышленное убийство, относящееся к категории особо тяжких преступлений, предусмотрена исключительная мера наказания, в связи с чем имеются все основания полагать, что в случае изменения меры пресечения на иную, не связанной с изоляцией от общества, Субботин может скрыться от суда, либо иным образом воспрепятствовать проведению судебного разбирательства. Дальнейшее содержание Субботина под стражей не находится в противоречии с пунктом С статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 января 1950 года и частью 3 статьи 55 Конституции России, предусматривающей ограничение федеральным законом прав и свобод человека и гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других граждан. Они в данном случае преобладают над интересами Субботина. На основании изложенного в руководстве статьей 255 срок содержания под стражей Субботину продлить на 3 месяца до 15 июня 2015 года. Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми в течение 3 суток со дня его вынесения. Так, в связи с отложением суд сразу решает вопрос о дате следующего рассмотрения дела. Так, 25-26 марта. Все судебное заседание объявляется закрытым.